Дорогі браті і сестри у Христі, у гэту великую урочистость свята вашей парафии, Возвышения Святого Крыжа, давайте застановимся, откуль гэты пригожий свет, что мы щоденно бачим, откуль мы, якая цель нашего життя и что нас чекає. Люди немудрі говорять, що це якийсь припадок. Нема припадка. Эйнштейн, лауреат премии Нобеля по физике, говорит, вокруг меня порядок, гармония, закономерность. Як ученый физик я ведаю, что все мает свою причину. И на все нам отказывает Святое Писание, Библия. Русский поэт Пушкин сказал так: Библия, книга мудрости, якая дає откази на все питання. І ось перше слово Святого Писання. На початку створив Бог небо и землю. Далее говорится, створим человека на наше подобенство. Бог – это наивысшая мудрость, любовь и святость. И створил Бог наше тело и дал нам душу. И в душу нашу дал и мудрость, и любовь, и святость. Тому, братья и сестры в Христе, как мы проявляем и мудрость, и любовь, и святость, требуется до того, кто створил этот свет и створил человека. Кто нас любит, коли мать тебе забудет, я тебе николи не забуду. Бачите, як любовь нас, як Бог нас любит. И вот Бог створил первых наших батьков, Адама и Еву. И все створил, когда они были счастливые. Але поставил одно условие. Со всех древ, всех древ будете есть плоды, это не берите, бо вы помрете. И уже был той, кто отошел от Бога, ангел, Люцифер, вошел в гордыню. Поэты пишут, как коли он пролетал, звезды ему все усмехали, кветы клонялись ему. Але он подумал, звезды мне усмехаются, кветки клоняются, але я не могу створить их Бога. Я мало примал от Бога. Я так само хочу створать звезды и кветки и отдыхать. И вот бачить наших первых батьков Адама и Еву, як они счастливые, як они слухают Бога, а як их отвести от Бога. И начиная обманывать их. Возьмите этот плод, вы так само будете боги, Бог вам не все дал. А может это правда? А кто не хочет быть великим? И Боже, мы послухали демона. И одразу все зрозумели. И он их обманул. И они виноваты теперь перед Богом. Треба ховаться. А где мы сховаемся? А да, не ховайся. Бо за що ти будеш подолати демона? Я помогу тобі. Прийде жінка, потомство якої переможе його. Це було уже слово были об том, что народится Святая Мария, Мать Божия. И есть Сын Пан Иисус, это Сын Бога. И вы поглядите, Бог сам принимает тело человека, приходит до человека. Пан Иисус 30 годов живе в Назарете, 3 года мучает, свою науку подтверждая знаками, яких звыклый человек не может зробить. Уздоравливая хворый, человек не бачит, он докрыняется до его очей, починає бачить. Человек лгал, не может ходить, а я тебе кажу, встань и ходи, устає ходить. Лазар, я тебе кажу, выйди из гроба, с могилы этой. 4 дней уже помер, вышел. Чуть не можно верить, что это не человека звык. Это Бог может только так робить, сказать померлому, встань, встань. Але ten демон якось так само закрив в очі, як друзі бачили і не розуміли. І ось Пана Ісуса осуждають.
на смерть на крижі, прибивають до крижа Пана Ісуса. А так само обок двох злочинців прибивають до крижа. І поглядіть, як вони себе ведуть. Один, коли ти Бог, дик затискав нас диві, сумнівається. А другий, що тобі не соромно так говорить. И он все час робив только добро для людей. И он не винен, а мы виноватые. И с таким покорою звертается до Пана Иисуса. Успомни на меня, коли придешь в свое володарство. И что Пан Иисус ему отказал? Соправды, кажу тебе, сегодня будешь со мной в раю. Поглядите, кто первый пришел до рая? Разбойник, який покаялся. За что? Перепроси, а Пан Бог всем пробачает. И тому, братья и сестры, будем ценить криж. Итак, Пана Иисуса прибили до крижа. Пан Иисус помер на крижи, на третий день воскрес. И я вже забыли про криж Пана Иисуса. Але мать такого римского императора Константина, а он так само дав свободность. 313 годов костел был преследован. Сколько мучеников было? Вы знаете, что ты христианин, тебя на мученическую смерть посылают. А костел все мученичество пережили. И вот император Константин в 313 году дает вольность для костела. Мы вам позволяем, будуйте костел, молитесь, уже не будем вас преследовать. Так само, коли он воевал с своими там, другими ворогами и бачит, что его войско слабое, але ему на небе показался криж. И написано, у гети переможешь, у крижи переможешь. И он начал молиться, призывать всех на молитву, и он перемог. И святая Елена, и она остановилась. А где же там криж, что был Пан Иисус прибит? На этом крижі кров Пана Ісуса з рук і ног стекала. Где він? Треба його шукати. І ось пошли на то місце, де був казнений Пан Ісус, але много крижов. А який ж криж Пана Ісуса? І ось вони постановили. Хворий чоловік, до якого крижа доткнется, дотронется и выздоровеет. Это криж, на котором помирал Пан Иисус. До одного дотронулся, до другого, до третьего. Ниц не выходит. И в конце еще раз дотронулся до крижа там. И одразу выздоровел. Вось криж Пана Иисуса. И вже христиане почали перед этим крижом Пана Иисуса молиться, прославлять Пана Иисуса, что Он невинный терпел за нас. Як Фома Квинский сказал, что Пан Иисус про свою смерть на крижі має перед нами две заслуги. Первое, что Он нас откупил с-под влади греху. Бо коли Иисус воскрес, Он сказал учням, идите, учите всех людей, уделяйтесь им хросту, имя Отца и Сына и Духа Святого. И хрост очищает нас от греха, у яким мы народжаемся. А коли дорослий приймає хрост, то й тих грехов, які він виконав, ці грехи. І друге, Фома Квинский говорить, Пан Ісус дав примір любви. Ну, поглядите, найвища святость, любов помирає за найбільших грешників. І один з цих грешників скористав. Пане, вспомни на мене, коли прийдеш в своє володарство. Соправди, кажу тобі. Сегодня будет со мной в раю. Ну, так само на Святой Земле это была война, и там забрали христиан в криж. Але христиане так само боролись и отвоевали криж, и принесли этот криж уже, вернулся
на гроб Христа. И тому, братья и сестры, примем эту правду. Фома Квинский так само сказал: самые мудрые мысли до меня приходили, когда я молился перед укрыжованным Паном Иисусом, перед Христом. Самые мудрые мысли. И это есть правда. Чему поэт Лермонтов пишет верш молитва: в минуту жизни трудную теснится в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть, и мне становится легко. И каждый из нас это отшивает. Есть присловие: коли ты Бога, то ты до Бога. Тому, братья и сестры в Христе, завтра будем находить час, кабрали вечером помолиться, вечером всей семьей помолиться. Где два записываешь имя мое, я не освящу. Як добре в неділю на святую мшу, як одна наставниця говорить. Коли я в неділю виходжу після святої мши, я чувствую духовну силу, радость на цілий тиждень. Ось що дає молитва, як добре, як ми кожен місяць сповідалися, очищали свою душу. И тому, братья и сестры, еще коротко припомним правды нашей веры. Первое, наша вера – это опирается на Святом Писании, на Библии. В Библии все Бог говорит о себе, что Он створил эти светы человека и говорит о человеке, что мы все дети Бога. И тому завсёды будем отказывать на любого Бога своей любовью. А Богу говорит наше сумление, совесть, голос души. И когда мы перекротим Божье приказание, что мы отживаем? Угрызение совести. Поднимите руку, у кого у вас нема совести. Кто не отживает совести? Обачите, все мы это отживаем. И тому, братья и сестры, когда же нам сумление говорит, что ты перекротишь Божье приказание, худшее идем до споведи, как очистить тому, что наша душа повинна быть чистой. Божий приклад, уже много раз говорил этот приклад. Федор Достоевский был революционер, заговорщик от царя. Выехали, отрывал каторгу, ведут на каторгу, там дали ему по дороге Библию. Мир час, прочитал Библию, продумал, зразумел, что я помылку робил, что хотел силою перемахнуть царя. Сказал: смирись, гордый человек. И написал книгу «Преступление и наказание». Показал. Я студент раскольников не молился, а демон кружит вокруг каждого из нас. И демон его привел до того, что он забыл две женщины. И теперь в псалме есть такие слова: «Покуса, через грех, допущенный нами, забирает силу разума». А Николай Гоголь, который написал «Мертвые души», сказал: талант требует чистоты души. И он на душу два забойства взял. Перестал ходить в университет и только в своем покое мучается, что я наробил, а что мне теперь треба робить? Покута. И пошел в полицию, признался. Вот бачите, як этот грех, як деморализует человека интеллектуально и морально. И так само о Богу говорят ученые. Вот даю приклад. Первый русский академик Михаил Ломоносов, сын крестьян с Архангельской области, где торговцами рыбы в Москву, начинает учиться и становится первым российским академиком. А его батьки глубоко верили в Бога, и сына научили молиться. И он от детства, от молодости уже молится. И Бог наполнил его мудростью, я бы сказал: мне Бог дал две книги. Это свет, на который я говорю, что Дон говорит о Богу. И Библия, якую я читаю, так само мне говорит о Богу. Дмитрий Менделеев в Берлине на сети химиков его питали: вы такие гениальные ученые, вы верите в Бога? Да. Я верю в избирательность души. Он познал материю, что синтезировал ее по этим атомным в воде, але он нашла другая материя, совесть разных воля. Батюшка, убитый под Москвой, Александр Мельник, сказал так: духовность – это та пропасть и барьер, который не перейдут другие существа. Ни горилла, ни шимпанзе не имеют духовности, не пишут стихи, не решают задачи, только человек.
духовность, то наша мудрость, любовь и святость. И также Исаак Ньютон, английский физик, математик, гэты свет створаны по плану всеведущего, всемогущего Бога. Вот мое первое и последнее слово. Вот так, братья и сестры, мудрые люди говорят. А мученики? Пан Єzus мав 12 учнів. Коли Пан Єzus помирав на крижі, з 12 тільки був один, Ян Евангелист. Святий Петр, коли Пан Єzus говорив, что вы все меня оставите, все оставятся, тебе никого не оставят. И я говорю, але когда я Пан Єzus вошел на небо, на Пятидесятницу, спасла Духа Святого, наполнил Духом Святым зразумением и научали науку Пана Иисуса. И их начали преследовать. И они помирали мученической смертью. Петра так само пробивали до крыжа. Меня головою не прибивайте. Я не буду побираться к моему учителю. А он 3 раза отказался от Пана Иисуса. А теперь что? Головой не пробивайте. Я уже ничего не боюсь. Наполненный Духом Святым. И он еще заживел. Эдита Штайн, жидовка, родилась в Вроцлаве. 11 десяток была в семье. Учится в университете. Але якось так. Мама слабо научила ее религии. Скончил университет. Пишет докторские диссертации. Працює с профессорами. Профессора верят в Бога. А я такая мудрая, что я ведаю, что Бога нема. А может мне Бога треба пошукать. Читая Библию, чуя, як высказывается также израильтянин Эйнштейн, лауреат премии Нобеля. Вокруг меня параду, гармонию, закономерность, как ученый физик, ведает, что это есть причина Бога. О, Бог есть. Бог есть, але 5 религий. И евреи молятся в синагоге раз, вот католический костел 2, мусульманский мечеть 3, православная церковь 4, баптисты 5. Для какую же религию брать? Для иудеев дал предписание Моисея, как они повинны молиться. Католический костел установил Пан Єzus. Мусульман так само человек установил. 1054 годы с православными мы были разом. Але епископ Константинополя не послухал римского папу. Раздвоение наступило. Мартин Лютер, немецкий ксенц, что с ним сталося? Достатково читать Библию и отходит от алтаря Святой Мши. А Ян Павел II, святый, сказал, Святая Мша – это вершина нашего життя, потому что нема ніч важнейшего. Теперь, в часе Святой Мши, голосом святара будет сказано, берите, ешьте, то есть мое тело, берите, пейте, то есть мою кровь. Але кто это заменяет? Голосом святара Пан Єzus заменяет хлеб и вино на свое тело кровью в часе стаки вечеры. И он от этого отходит. Также я подумала, нет, Эдита Штайн, а докторскую диссертацию пишет, уже профессор. Я принимаю ту религию, яку установив Сын Бога, Пан Єzus, и яка беззменна. Пан Єzus установив Святого Петра керівником Костола, и теперь римский папа Франциск, кивнул, беззменный. И я принимаю кровь в католическом костеле, поглубляюсь в свой мир. О, я хочу все житье, как монахиня посвятить Богу. Уступаю в монастырь кармелитан. Распочинается война. Я нашел монастырь в Голландии. Керовники монастыря говорю, Эдита, выезжай лучше в Америку. Бачишь, немцы жидов забивают. Хоть и католическая монархия, тебе так само забьют. Выезжай лучше. А кого я буду бояться? Я хочу наследовать Христа до крыжа. И сестру свою привела до хроста. И их двоих арестовали немцы, концлагерь, газовая камера. И теперь она святая. Ее монашеское имя Тереза Бенедикта Открыжая. Мы, белорусы, там другие славяне, молимся до жидовки. Нет. Святая Тереза Бенедикта Открыжа, молись за нас. Вот бачите, братья и сестры, всем народам открыта дорога до святости. И одни люди идут до этой святости, познают Пана Бога,
а другие костелы закрывают. 30 годов тому назад, когда в СССР по справам приехал вниз, а тоді, як тоді уповномочений сказав, в этой парафії молиться, в другой не маєш права. И я прихожу до ксенза, я еще ксенз, душу я отправлял. А ты ксенз, так ты не было мало ксензу. Он закрывает дверь на ключ, приготовил, сел в лавку и говорит, что я правильно нашу святую отправляю. Я не могу забыть эту первую святую нашу, есть 30, может, больше годов у этого теперешнего костела, не так много людей. Только пробовали был, и я вдвоем отправляю. Отправляю, що говорить, що я правильно отправляю, що я правдивий ксенз, чи може який-небудь там ще хто-то. Тому, брати і сестри, от бачите, які маємо приклади. Миссионеры ехали колись в Африку, там люди читать, писать не умели, але всі були племена, якісь обряди на честь когось вищого. Святий Павел заходить в Греції, в храм языческий, алтарь для Бога Зевса, алтарь для Бога Юпитера, алтарь для богини Венеры. Ось бачите, як вони відчували, люди не знали той Біблії, що ми не знаємо, а як вони відчували, що є Бог. Тому, брати і сестри, цените криж. Криж – это наш ратунок. Все те, которые повставали против крижа, и они смутно кончали свое життя и так далее. Тому, брати і сестри, будемо працювати з справи свої, але молитва рятує нас, наші сім'ї і наш народ. Мы наибольше приносим люди, верники, которые молятся, мы наибольше приносим добра и всего для нашего народа. Поглядите, народ Израиля был в рабстве, в неволе, там, невольном. И король хотел всех жидов забить. А его жонка так само жидовка была, Эстер. И дядя говорит ей, тебе так само забить. Что мы так делаем? Снимая королевское деньги, 3 дня пости, 3 дня молится, а без позволения короля на той неволе не можно было приходить до палаца. Что будет, то будет. Я иду. Поглядите, как молитва изменила короля. Заместо того, как укарать, что и надо без его позволения пришла. Эстер, что будешь просить, я все выполню. Заховайте все моему народу. Если мы своими молитвами сбережем себе, сбережем свои семьи и сбережем народ. Молитва – это великая сила. Святый Павел говорит, я все могу, усмасняющий меня в Христе. И Христос будет нас завсёды усмаснять, когда мы будем под крыжом молиться и просить Его благословения. А теперь мы знаем нашу веру в Бога. Все разом людям говорить.